В воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Мадридом референдум о независимости от Испании. Полиция жестоко противостояла попыткам людей проголосовать. Получили ранения более 800 граждан. И все же 90% проголосовавших высказались за независимость. При этом в волеизъявлении приняли участие чуть более 42% избирателей. Противники независимости, вероятно, проигнорировали голосование. Европейская комиссия назвала проведенный референдум незаконным. А чего ждать Абхазии от событий, которые разворачиваются в Каталонии? Абхазские эксперты расходятся в оценках. ЕС и многие другие страны не поддерживают стремления правительства Каталонии, поскольку опасаются прецедентов, говорит помощник министра иностранных дел Ираклий Тужба. Оттого ждать скорого признания независимости нового государства не приходится. Необходимо понимать, что процесс формирования и образования новых государств и их последующее признание международным сообществом – это процесс достаточно тяжелый, кропотливый и требующий преодоления определенных правовых, политических и бюрократических барьеров. Если говорить о ситуации в Каталонии, то прошедший недавно референдум – это всего лишь первый шаг в этом направлении, который вовсе не означает, что независимость Каталонии будет тут же признана международным сообществом. Это, кстати, характерно демонстрирует позиция того же Европейского Союза и многих других стран, которые открыто высказались против поддержки данного референдума. Обусловлено это прежде всего тем, что международно признанные страны с большой опаской и с достаточно серьезным напряжением относятся к процессу признания новых государств, так как у каждой из этих стран есть свои внутренние проблемы, которые могут быть спровоцированы таким решением. Ираклий Тужба напомнил о существующей политике двойных стандартов. У Абхазии гораздо больше исторических и правовых оснований быть признанной международным сообществом, чем у Косово. Но для международного сообщества это не аргумент. Признание новых государств – это всегда вопрос политический, да? Это решение, которое принимается лидерами тех или иных стран, и зачастую эти решения носят исключительно такой конъюнктурный характер. Ну, ярким тому примером может служить ситуация с Косово, скажем, да, которую на сегодняшний день признала уже более 100 стран, но при этом Косово имеет намного меньше исторических, политических и правовых оснований, нежели чем Республика Абхазия, для того, чтобы быть признанной страной. Но это никак не отражается на позиции тех же западных стран, которые практически единогласно проголосовали в пользу независимости Косово и продолжают отказывать в независимости нашей республики. Каталония – одна из 17 автономных областей Испании с населением в 7,5 миллиона человек, с хорошо развитой экономикой. Она отдает значительные налоги Мадриду и имеет перспективы выжить как отдельная страна. Другой аргумент о независимости заключается в том, что у каталонцев своя история, культура, а каталанский язык имеет статус второго официального. По мнению общественного деятеля Надежды Венедиктовой, развод Каталонии и Мадрида будет долгим и тяжелым. В итоге Каталония получит независимость. Год назад, ровно в октябре, я там провела 10 дней и подружилась со своей хозяйкой, у которой снимала комнату. Она страстная каталанская, не Каталания говорят, патриотка, у нее висит большой флаг Каталании на балконе, и она держала меня в курсе вот все эти дни. В воскресенье я ей звонила в 9 часов по-нашему. Она с 5 утра была на участке. Она сказала: «О, very emotional». И когда я еще вечером позвонила, чтобы спросить, она сказала: «Мы победили». Вопрос о том, что они победили или нет, довольно сложный. И я не думаю, что сам референдум окажет какое-то прямое воздействие на признание независимости Абхазии международным сообществом. Но косвенное, безусловно, будет. Почему нет прямое? Потому что наивно думать, что сейчас вот Каталония объявит о своей независимости, и Мадрид с этим смирится. Безусловно, нет, это будет долгий, тяжелый и довольно неприятный развод. И, наверное, это будет не очень скоро. Но я думаю, что будет, потому что каталонцы более 300 лет борются за свою независимость, и те, кто борется долго и последовательно, в конце концов ее получают.
Исторические примеры достаточно многочисленные. Мадрид плохо владеет ситуацией в Каталонии и не смотрит вперед. Властям следовало бы проявить гибкость, пойти на диалог, а не обострять ситуацию, убеждена Надежда Венедиктова. Меня, например, удивляет этот Мариано Рахой, который много лет работал в структурах Евросоюза, это премьер-министр Испании, что он вместо того, чтобы проявить гибкость как опытный переговорщик, он сразу начал там арестовывать, уничтожать. То есть, это какая-то тупая позиция, которая абсолютно неадекватна, и в большинстве случаев так и бывает. То есть это признак того, что сам Мадрид плохо понимает ситуацию в Каталонии и не смотрит вперед. Потому что вот то, что они начали это делать, наоборот, значительную часть населения, активную часть, они только подкинули. Конечно, то, что они там арестовывали, уничтожали избирательные бюллетени, какую-то часть населения существенную, в общем, заставило не пойти. Но это обычный процесс, значительная часть населения всегда ждет, какая сторона выиграет, чтобы примкнуть туда. Это нам всем хорошо знакомо, это бывает всегда, это нормально. Но активная часть стала еще более активной. Я сужу вот по этой своей приятельнице Пилар Лаберия, которая совершенно уже в состоянии экстаза, она готова бежать на баррикады и так далее. И не считаться с этим международным сообществом нельзя. Каталония не единственный сепаратистский регион в мире. Ранее был проведен референдум в иракском Курдистане. Об отделении от Великобритании вновь задумываются и шотландцы. На территории Испании расположилась страна басков. Начальник экспертного управления администрации президента Аслан Барцис уверен, что чем больше подобных прецедентов будет в мире, тем больше шансов у Абхазии получить признание со стороны международного сообщества. Что дает сегодня это Абхазия? Абхазия, на мой взгляд, дает это то, что чем больше, скажем так, прецедентов будет в Европе, в мире, это не только сегодня Каталония, это и Курдистан на Ближнем Востоке, то это все будет, больше будет понимания проблем Абхазии и больше шансов у Абхазии стать международно признанным государством. И в этом плане, конечно же, Абхазия с интересом наблюдает за тем, что происходит в Каталонии. Нам это очень интересно и близко, поэтому будем надеяться на то, что в конечном итоге у каталанцев будет свой Владислав, как у нас в свое время был, и борьба их за независимость принесет то, к чему они стремились. Абхазия должна искать такие контакты, и у Абхазии должны быть союзники. Как и у Абхазии должны быть союзники, так и у Каталонии тоже должны быть в этом случае союзники. То есть, объединившись, вот мы все вместе, вот у кого приблизительно схожая судьба политическая, скажем так, нам будет легче решать свои вопросы. Такого же мнения придерживается и Надежда Венедиктова, которая с оптимизмом смотрит в будущее. Она убеждена, что запущенные процессы отделения в крупных европейских странах Абхазии только на руку. Процесс обретения независимости странами носит такой волновой характер. В 60-х годах практически вся Африка, все африканские страны избавились от колониального ига, все получили независимость. Другой вопрос, что они с ней сделали, но, во всяком случае, они стали независимыми. И я думаю, что именно то, что две таких крупных страны, как Каталония и Ирландия, начали процесс отделения, это, в общем-то, играет нам на руку. Потому что когда признали Косово, Косово что там неполных 2 миллиона, вообще очень спорный там вопрос. Все люди не знают вообще, что делать с этим Косово. Часть признала, часть не признала. А тут в Каталонии 7,5 миллионов, в Ирландии около 5 миллионов. Если они продвинутся вперед, то, конечно, у международного сообщества уже не будет таких оснований не признавать нашу независимость полноценно. Вот, поэтому, я считаю, мы должны с надеждой смотреть за этим процессом и все-таки молить Бога, чтобы там не дошло до военных столкновений. Каталонский вопрос актуализировал тему права нации на самоопределение, говорит заместитель директора Центра гуманитарных программ Лиана Кварчеля. Абхазию и Каталонию сравнивать трудно, но параллели есть, уверена она, особенно в поверхностных оценках конфликта, которые дают некоторые эксперты.
Когда некоторые не очень, может быть, осведомленные эксперты пишут об Абхазии, часто вот как-то вопрос того, что наша идентичность, мы как так сказать, нация, вопрос нашего выживания нашей идентичности, он действительно стоял очень остро. Эти моменты не видятся, и все как бы преподносится либо как вмешательство третьей страны, в данном случае России, либо как борьба за право использовать ресурсы экономические и так далее. Вот в вопросе Каталонии тоже очень часто, я заметила, делается акцент на том, что очень существенен экономический фактор, потому что доля Каталонии в ВВП Испании довольно значительна. Но мне кажется, что да, конечно, присутствует экономический фактор, и экономический кризис в Европе, он тоже сыграл свою роль. У каталонцев есть, вероятно, ощущение того, что они слишком много отдают Мадриду. Но, тем не менее, мне кажется, нельзя упускать из виду очень важный фактор идентичности, который для каталонцев очень важен. Если бы не было этого, они не боролись бы так за сохранение и развитие своего языка, и баски не боролись бы так в самые страшные времена, там, когда во Франции была диктатура Франко, когда они тайно собирались в частных домах, собирали детей, обучали их своему языку и так далее. То есть для этих людей вопрос их культуры, идентичности очень важен. Он не замыкается вопросами идентичности. У них есть своя история, у каталонцев своя историческая память в отношении их государственности. Это очень важный момент. И поэтому вот как бы перекрывать все экономическими вопросами, говорить о том, что если будут там правильно перераспределяться, вопрос для каталонцев будет снят, мне кажется, вот просто этого ожидать не следует. Многих в Европе шокировала силовая акция Мадрида на референдум. Структурам Евросоюза придется вмешаться, чтобы снять напряженность и не довести ситуацию до гражданской войны, уверена Лиана Кварчелия. Если сегодня все еще пытаются говорить, что это внутреннее дело Испании, этот кризис, то тот факт, что Мадрид применил силу, и тот факт, что это не просто Испания, а Испания как часть Евросоюза, говорит о том, что Евросоюзу придется, и структурам Евросоюза придется вмешаться. Хотя Еврокомиссия, например, уже заявила, что это внутреннее дело Испании. И, между прочим, президент Каталонии говорит о том, что они нуждаются в посредничестве. То есть они хотят, конечно, на более высокий уровень эти переговоры поднять и вести эти переговоры при посредничестве международном. Это то, что было у нас в Женеве, которое предшествовало событиям 2008 года. Хотя сейчас тоже формат этот женевский сохраняется, но он совершенно другой формат. Он выстроен вокруг событий 2008 года, войны 2008 года. В нем наша делегация, да и другие делегации, стороны представлены в личном качестве и так далее, и так далее. Но то, что у нас было до того, это очень важный был формат, в котором мы как субъект участвовали, так сказать, и с нами считались именно как субъектом, как со стороной, а не просто как с кем-то представленным в личном качестве. У Европы очень много сейчас проблем после Брексита, после того, как Каталония провела свой референдум. Просто видно уже, что вот эта интеграционная модель, которая была очень привлекательна для многих людей, которые выступают как бы вот за такое сотрудничество, за мир без границ и так далее. Мне кажется, возникает вопрос, вот как эта интеграционная модель была построена. Вот я помню, еще в 90-е годы об этом говорили наши лидеры, о том, что Абхазия не хочет отгородить себя от всего мира. Наоборот, мы хотим быть частью международного сообщества, но не через Грузию, напрямую. Вот мне кажется, сегодня вот этот вопрос регионов европейских, которые хотят напрямую быть представлены там, в Брюсселе или там, в Страсбурге, где угодно, так сказать, в международной политике, он сегодня с новой остротой поставлен. И я очень надеюсь, что все-таки мирно будет разрешен этот кризис, и Каталония постепенно все-таки получит международное признание. Конечно, для нас это будет прецедентом, как для нас был прецедентом Косово.
Лидер Каталонии Карл Пучдемон заявил, что по результатам референдума Каталония получила право на независимость и со дня на день официально закрепит за собой этот статус. Развитие событий в Каталонии покажет, какой принцип окажется важнее – территориальной целостности государств или права народов на самоопределение. Елена Лолуа, Саита Гуха, Абхазское телевидение.